Добрый вечер, друзья! В эфире передача «Спортивный интерес». Рада снова быть с вами я, Кристина Кокаева. Вас ждет сегодня много интересного и даже пара сюрпризов. Поэтому давайте скорее начнем. Новостей спорта на этой неделе немного, но зато какие они! Наша Алания одержала 6-ю победу подряд, соперник был повержен со счетом 5-0. К сожалению, «Спартак» Владикавказ пока не может похвастаться тем же. В последнем матче наша вторая команда уступила крупно «Спартаку» из Нальчика. Ну а теперь к главному триумфу. Осетинские борцы успешно выступили на чемпионате мира по вольной борьбе. Золото у Заурбека Седакова и Давида Баева. Бронзу в копилку сборной России принес Артур Найфонов. Еще одно третье место у Таймураза Салказанова, выступающего за Словакию. Подробнее в сюжете Георгия Гасиева. Каждый спортсмен мечтает попасть на Олимпийские игры. Очередной праздник спорта состоится в 2020 году в Токио, а пока все спортсмены работают над тем, чтобы добыть путевку в Японию. Лучшие борцы планеты собрались в столице Казахстана на чемпионате мира. Первыми на ковер вышли борцы греко-римского стиля. Завершали же программу соревнований вольники. В состав сборной России попали 4 представителя Остинской школы борьбы. В весовой категории 125 килограммов выступал Алан Хугаев. На старте ему противостоял хозяин турнира Олег Болтин. Хугаев отборолся четко и уверенно, победив со счетом 7-4. Спустя уже 40 минут Алан вновь вышел на ковер. На этот раз соперником был борец из Украины. Схватка выдалась очень напряженной, и развязка наступила в самом конце. Хугаев успешно прошел в ноги и смог заработать 2 балла, но за несколько секунд до финальной сирены соперник смог провести контрприем и победить. В весовой категории 86 килограммов сборную России представлял Артур Найфонов. В свойственной ему манере он прошел поочередно финна, молдаванина и очень сильного представителя Узбекистана Шапиева. Найфонов выиграл уверенно, не оставляя своим соперникам ни единого шанса. На пути к четвертьфиналу Артур не проиграл ни одного балла, но беда пришла откуда ждали. У него смуглое симпатичное лицо, иранская принадлежность и очень техничная борьба. Беду зовут Хасан Яздани. Жребий распорядился так, что эта встреча должна была пройти до финала, так как соперники находились в одной части турнирной сетки. Яздани с первых же секунд активно прессинговал и увеличивал темп схватки. К концу первого периода в плотной завязке Найфонову удалось заработать 2 балла, но иранец ловко развернулся и накрыл Артура. Найфонов пытался мстить, но туше было неизбежно. Яздани по-отечески похлопал Найфонова по плечу и, скорее всего, мысленно уже примерял золотую медаль. Горечи остинскому болельщику добавил Борис Макоев и Таймураз Фриев, которые выступали в этой же весовой категории. Первый представлял Словакию, а Фриев защищал цвета Испании. К огромному сожалению, они не смогли побороться за медали, а вот Найфонов получил этот шанс и в полной мере им воспользовался. Не испытывая особых проблем в утешительных схватках, остинский вольник досрочно победил представителя Болгарии, а в борьбе за бронзу был повержен Майлз Амин из Сан-Марино. Хотя, зная Найфонова, он вряд ли остался доволен таким результатом. В весовой категории до 70 килограмм искрой на ковре высекал Давид Баев. 21-летний чемпион России приехал на крупнейший старт года в роли темной лошадки. Первым оппонентом Баева стал белорус Андрей Карпач. Следующим соперником был чемпион мира 2017 года Зураб Якабашвили, с которым Баев боролся очень дисциплинированно и уверенно. Остинский вольник одержал безоговорочную победу 7-0. В 1/4 внимание Баева было сосредоточено на представителе Узбекистана Ихтиор Наврузове. Давид с самого начала заработал 4 балла и вышел вперед. Счет не мог не радовать тренеров и болельщиков. Но бронзовый призер игр в Рио провел 4-бальный бросок, и интрига снова была восстановлена. Однако уже в следующем эпизоде Баев вновь оказался в лидерах. После этого Баев ошибок больше не допускал и уверенно довел встречу до победного. В полуфинале Давид разделил ковер с представителем Польши Муратом Гаджиевым. Встреча выдалась очень вязкой и нервной.
В конце встречи Баев провел огромное количество атак, Гаджиев не мог сопротивляться и пропускал один проход за другим. Схватка завершилась со счетом 5-2 в пользу остинского борца. Баев, находясь в шаге от золота, был полон решимости. В финальном поединке ему противостоял местный борец Нуркажа Кайпанов. Переполненная Борис-арена поддерживала своего воспитанника. Но к концу первого периода ликовали только болельщики Баева. На второй Давид выходил, лидируя 10-2. В течение 1 минуты он набрал еще 2 балла и одержал досрочную победу. Все любители борьбы с огромным нетерпением ждали старта в весовой категории 74 килограммов, так как это идеальный баланс мощи и скорости. Титул чемпиона мира в ней защищал Заурбек Сидаков. С чемпионата России 2018 года Заур начал свое победоносное шествие, не проиграв ни единой схватки. На этих соревнованиях он был в ранге фаворита. До полуфинала Сидаков дошел, не отдав соперникам ни единого балла. Он поочередно одолел представителя Мексики, Польши и Японии, а в полуфинале его ждал олимпийский чемпион Джордан Барроуз. Встречи с американцем всегда бывают очень тяжелыми, это не стало исключением. Первый период Сидаков проиграл, но счет 1-0 был не критичен. В начале второго периода остинский вольник выходит вперед, но уже в следующем эпизоде Барроуз поймал Заурбека на контратаке и получил 2 балла. Во время этой схватки Сидаков заставил понервничать всех своих болельщиков. До конца поединка оставались считанные секунды, надежды на победу таяли на глазах. Барроуз отходил и изо всех сил защищал свое преимущество, но, судя по всему, желание Заурбека победить было слишком велико. Сидаков пытался сделать проход, но американец отбросил ноги. Тогда Заур, как заправский бульдозер, вытолкнул Барроуза с ковра за 1 секунду до конца схватки. Сидаков сделал все, чтобы повторить будапештский успех. На последних секундах одолел Барроуза, а в финальной схватке, так же как и год назад, его секундировал Арсен Фадзаев. Франк Чамизо был последним препятствием на пути к золоту и олимпийской лицензии. Встреча была очень напряженная, итальянец оказывал сопротивление на каждом сантиметре ковра. За 20 секунд до конца встречи Заур вел в счете 3-2, но все равно пошел в атаку и заработал еще 2 балла. Сидаков стал двукратным чемпионом мира и получил лицензию на участие в Олимпийских играх в Токио. Так что конишуа, мистер Сидаков. Георгий Гасиев, Татаркан Гукаев, спортивный интерес. А мы возвращаемся в студию, где уже нас ждут гости. Итак, победительница первенства Европы по дзюдо Ирена Хубулова и тренер, подготовивший чемпионку Станислав Косоев. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам пришли. И, конечно, Ирена, с победой. Спасибо Не большое. перестаешь нас баловать своими удачными выступлениями. Ирена, ты ехала на первенство Европы в ранге лидера сборной, лидера своей весовой категории. Плюс тебя назвали самой титулованной спортсменкой на этом первенстве. Это на тебя давило или, наоборот, придавало уверенности? Да, все верно, но это абсолютно никак на меня не давило. И точно это мне уверенности не придает. Мне придает уверенности мои тренировки, моя подготовка и то, как я себя чувствую, допустим. То есть, как я подготовилась, вот мне дает что уверенность, но никак не мои победы, которые были в прошлом для меня. Соперницы уже посматривают так косом? Приехала опять? Нет, но я думаю, то, что они готовятся, наверное, они все-таки смотрят мою борьбу и подготавливают, может, свои какие-то ключи, но такой вот, прям сказать, чтобы какого-то особого внимания пока я не заметила. Станислав, ваша подопечная все схватки завершила досрочно, кроме финальной. А в финале вообще ушла угрюмая, как будто проиграла все, что можно, не улыбалась, ничего. С чем связано? Действительно, во-первых, соперницы были настолько слабее, а Ирена сильнее. И чем недовольство в финале-то? Ну да, она не то, что большинство, практически все свои схватки завершает досрочно, чистыми победами. Наверное, привыкла уже, но у нее был по разным причинам большой перерыв в выступлениях. И немножко, как сказать, не то, что какие-то недостатки, но рисунок немножко она, и мы хотели видеть другой. И мы
вот эти недостатки, которые маленькие, мы замечаем, людям, может, это не видно, но мы их видим, и которые, может, связаны с большим простоем, неучастием в соревнованиях. Ну, она их чувствует, и, наверное, это и было недовольство. Ирена всегда стремится к максимальному результату. Выиграть не просто, а еще выиграть красиво. И тогда бывает чувство удовлетворения. Ну, сейчас работаем. Предстоит первенство мира в октябре, 17 октября в Марокко. Молодежное первенство. И к этому времени, я думаю, все мелкие шероховатости уже Будут устраним. Да. Ирена, вот все-таки финальная схватка, ты чемпионка Европы. Почему ты настолько угрюмая, настолько недовольная собой, никаких эмоций? Это настолько для тебя обычная победа, обычный день, выиграла и выиграла, ладно. Нет, это необычный день, как бы, и необычное соревнование. Это как все-таки я перешла с юношей в молодежную команду, и это, серьезные соревнования были для меня. Но я, вот как говорит мой тренер, мы вообще абсолютно другую картину представляли моей борьбы. И для меня, как сказать, хочется всегда... Я люблю внимание, мне хочется еще привлекать к себе внимание. Мне хочется выйти в финал и показать хорошую, красивую борьбу. У меня это не получилось сделать, поэтому я немного расстроилась по этому поводу. Но мы сейчас работаем, и идет очень большая работа, подготавливаемся к чемпионату мира. Работаем над ошибками. Да, исправляем. Станислав, скажите, пожалуйста, вот финальная схватка, получается, не все как запланировали? Как удавалось подсказывать или как сдерживать эмоции? Вот что нужно делать в такие моменты? Ну, у нас так сложилось, Ирена, мы с самого детства, мы все соревнования, все это у нас, как говорят у спортсменов, очень чувствует и слышит она нас. При любом шуме трибун, при любом гуле в зале она очень хорошо слышит и слушает, и можно прям любую подсказку реализует доли секунд. В этом плане у нас есть взаимосвязь такая, и нам в этом легче. Поэтому, когда какие-то корректировки нужны, и, допустим, по ходу схватки мы можем там и где-то подсказать, где-то это все, она их очень быстро реализует. А вы сентиментальный человек. Как вы реагируете на ее победы? Ну, немножко уже сказать к этому тоже привыкаешь. Но самый, может быть, сентиментальный момент я был, когда она первый раз выиграла первенство России. Она была вообще маленькой девочкой. Ну, такая первая победа, такая значимая. Там это на таком уровне. Вот тогда было это. Ну, еще было у нас, можно и сказать, что сентиментально, когда в Буэнос-Айресе юношеские Олимпийские игры в 2018 году, мы там поехали с нами друзья, у нее уже небольшой фан-клуб такой существует, хоть далеко лететь в Буэнос-Айрес, с нами такая делегация небольшая отправилась, и нам было очень, конечно, приятно, когда гимн нашей страны играл на таких важных и значимых соревнованиях. Такие моменты, да, можно сказать, немного сентиментальные бывают. У тебя у самой коленки не дрожат, когда вот ты уже на пьедестал почета идешь и понимаешь, что вот сейчас будет гимн, что ты это сделала? Знаете, наоборот, у меня такое бывает спокойное состояние, то есть, как объяснить, коленки вообще у меня никогда не дрожат на соревнованиях. Ну, естественно, я переживаю, у меня бывает такой вот подходит адреналин, и мне просто надо выдохнуть, успокоиться, и я так, когда, вот самое главное, первую схватку, я тоже понимаешь, на что ты способен, то есть свои силы. А на пьедестале, наоборот, у меня радость бывает, такое состояние как-то. И я радуюсь, а когда еще осознаешь, что еще ты много ошибок допустил, и такое бывает чуть грустненькое. Ну вот сейчас, допустим, было грустное вообще состояние, плакала, я в раздевалку зашла, как бы классно, все, я выиграла, но еще раз говорю, абсолютно другую картину я представляла своего выигрыша, поэтому как-то так. Станислав, а вот эта требовательность к себе, она помогает или наоборот с ней сложно бороться? Нет, конечно, помогает. Если ты снизишь к себе хоть на миллиметр требовательность, то твои результаты тоже, наверное, снизятся. Поэтому это хорошо. Спортсмен должен быть максималистом. Он должен стремиться к максимальному результату. И
все делать для этого. Тогда он может быть уверен в победе, и это придает уверенность. Проделанная работа. Ирена, я так понимаю, отдохнуть у тебя не получилось. После первенства Европы сразу чемпионат мира. Расскажи, пожалуйста, как проходит подготовка, какие цели вы ставите, в принципе? Цели у нас высокие, а подготовка проходит таким образом. То есть я приехала после Европы, и у меня там маленький промежуток, даже 2 недели неполных. Я нахожусь дома, и мне самое главное подготовиться дома. То есть домашние тренировки – это для меня все. То есть сейчас я поеду на сбор на 2 недели, и на данный момент я вот по полной выкладываюсь на тренировках, потому что на сборе, непривычные для меня тренировки, и получается, там чуть снижается нагрузка, а дома сейчас тренера мне прям по полной дают тренировки. Багаж собираешь да, сейчас. Да, я собираю. Есть ли соперница, с которой ты стремишься когда-нибудь выйти на ковер и победить ее? О, да, есть, конечно, есть. И их даже много, то есть это не какая-то там одна, допустим. Но есть такие, кому я уступила в схватке, и, естественно, хочется отыграть это. И думаю, дай бог, у меня это получится. И помимо нее еще очень много людей, которые в мировом дзюдо, они на высоком уровне, и у меня цель, и, мы готовимся с тренерами выйти с ними на ковер и доказать, кто сильнее. И поэтому у меня, на взрослые более, я акцент даю на взрослую борьбу и смотрю на них, то есть на соперников во взрослой команде, которые уже выступают на мировом уровне. Станислав, вот раз затронула на взрослую команду дзюдо. Ирена у нас довольно уверенная в себе, довольно уверенно проводит свои поединки и 2-й год подряд выигрывает первенство Европы. Скажите, насколько велики шансы попасть уже в 18 лет во взрослую сборную России? Шансы не то, что велики, они есть, и недалеко до них. Но самое главное сейчас ей выступить. Ближайшие цели – это, как мы сказали, первенство мира среди молодежи. Это ближайшее. Там уже после этого будет видно. Я думаю, тренера сборной и так понимают ее потенциал, возможности. И они сделают выводы. Главное выступить здесь, хорошо видеть ближайшую цель, реализовать себя там нормально, чтобы не было грустного этого потом, как в финале. И там уже Ирена, я это знаю, я-то ее знаю лучше, чем, допустим, кто-либо, потому что мы больше времени проводим вместе, и я это знаю, что она готова к этому и морально, и физически, и технически. Она готова соперничать на взрослом дзюдо. Морально она, по-моему, увереннее меня даже сейчас здесь сидит. И даже меня. Такой вот мечтательный вопрос. Олимпиада. Мы готовимся к следующей через одну или уже на эту навостряем свои взгляды? Мы готовимся туда, куда будем готовы. Мы, конечно, хотим как можно раньше но это все в воле Бога. Мы будем делать все для этого, как любой спортсмен, который что-то из себя представляет, у него ставят самые высокие задачи. Конечно, цели это. Но я еще раз повторюсь, вот как мы сейчас говорили, то, что нужно решить пока ближайший, который перед этим. А так, конечно, Ирена настроена на самый максимальный результат и все для этого делает. Ирена, 18 лет. Вот только началась студенческая жизнь. Как тебе успевается учиться, не успевается? Да. Не совсем успеваю я, но я поступила в СОГУ, факультет физической культуры и спорта. И я думаю, меня там будут понимать и поддерживать в этом плане. Вот сегодня как раз я была там, и там по документам что-то, они очень рады, то, что моим победам. И я думаю, что у нас будут хорошие отношения. Навстречу. Да. Раскрой секрет, ты выступаешь за какой-то клуб или пока просто в копилку всей Я выступаю за свой клуб имени Сократа Косоева. У нас свой зал, мы его сами построили. Вот тренер, еще тренер есть у меня 2-й. Вот, мы построили этот зал сами. Там маленькими детьми помогали вообще.
Ну, то есть нашими руками он строился. Построили, и я думаю, у нас достойный зал. И я думаю, что кроме меня там еще будет очень много чемпионов, дай бог. Станислав, женское дзюдо в Осетии не настолько развито. После Тейды Нгузашвили у нас не было таких громких побед. Можем ли мы сказать, что сейчас смена поколений происходит безболезненно? Конечно, происходит. Она произошла, можно сказать, у нас еще Мадина Таймазова в республике, Мадина Кесина. Есть на подъеме женское дзюдо, и я думаю, дальше еще результаты только будут лучше и лучше. Спасибо вам большое, что вы сегодня к нам пришли. Ждем тебя в октябре, уже как в ранге, надеюсь, чемпионки мира. Дай Бог. Желаем удачи, чтобы ты выходила на свою первую схватку, уверенно выигрывала, а дальше уже так, на поток поставлено. Спасибо вам большое. Спасибо. Ждем вас снова. Все, постараемся. В субботу футбольный клуб «Алания» камня на камне не оставил от черкесского клуба «Интер». Наш корреспондент Азамат Асламурзаев был на матче и расскажет, как это было. В минувшую субботу местная Алания проводила очередной матч в рамках ПФЛ с черкесским Интером. Владикавказцы набрали отличный ход, и болельщики ждали только победы. Спартак Гогниев, главный тренер команды, выпустил всех ключевых игроков, несмотря на то, что на носу кубковый матч с московским ЦСКА. С первых же минут Алания прибрала инициативу к своим рукам и осадила ворота соперника. И уже к середине тайма барсы поразили дважды ворота соперника. Дубль оформил главный бомбардир команды Батрас Хадарцев. Но на этом голевая феерия не закончилась. До перерыва отличились Машуков и Магомедов. Перерыв никак не повлиял на наших ребят. Алания продолжала давить на соперника. В середине тайма Гогниев произвел ряд замен. Самым ожидаемым было появление на поле Батраза Гурциева, который восстановился от травмы спустя 2 месяца. Свой выход на поле Батраз отпраздновал изящным ударом со штрафного, поразив ворота приблизительно с 35 метров. Интер был разобран по полкам, и наши ребята уверенно довели матч до победы, не дав сопернику практически ни единого шанса. Особую благодарность заслуживает 12 игрок нашей команды, болельщики. Каждый матч они оказывают мощнейшую поддержку футболистам. Благодаря этой победе Алания поднялась на 3-ю строчку в турнирной таблице. Уже в среду барсам предстоит сложнейший матч в рамках 1/16 Кубка России. Игроки команды без выходных будут готовиться к игре. Матч с московскими армейцами станет настоящей проверкой для наших ребят. На руку Алании может сыграть тот фактор, что несколько ключевых игроков ЦСКА попали в лазарет. Стоит сказать, что все билеты на матч проданы, ожидается аншлаг. А те, кто не успел приобрести билеты, смогут посмотреть прямую трансляцию завтра, 25 сентября в 18:00 по московскому времени на телеканале Матч ТВ. Пожелаем удачи нашим ребятам. Азамат Асламурзаев, Татаркан Гукаев, спортивный интерес. Ну а сейчас у нас снова сюрприз для любителей спорта. В студии легенда остинского футбола и по совместительству президент футбольного клуба «Алания» Владимир Борисович Габулов. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас здесь видеть. Спасибо большое, что пришли. Спасибо, что пригласили. С легендой вы, конечно, немного перегнули. Нам лучше знать. Владимир Борисович, еще год назад вы были в составе сборной России на триумфальном для нашей команды чемпионате мира. Как появилось решение о завершении карьеры? Решение о завершении карьеры я принял буквально сразу после завершения чемпионата мира. Я проанализировал сначала предварительно, там буквально после игры ночью, а потом уже более вдумчиво подошел, обдумал всю ситуацию, всю свою карьеру, свое состояние, положение дел в целом, и понял, что в футболе я себя реализовал, теперь нужно двигаться дальше и стараться быть полезным обществу в другом качестве. Долго думали о решении стать министром спорта, соглашаться, не соглашаться? Долго думал об этом решении, долго думал, и, честно скажу, сначала отказывался, потому что были какие-то обстоятельства, но в конечном итоге решил то, что, может быть, у меня получится быть полезным именно на должности министром, получится привнести что-то хорошее и полезное.
Ну вот вы министр спорта. Только-только практически начали работать, и снова информационная бомба. Владимир Борисович покидает этот пост и переходит работать в футбольный клуб «Алания». Расскажите вот об этой ситуации. Тоже как принимались решения, почему? Министром я проработал практически год, да, там меньше года чуть. И очень насыщенный период времени был, и много вопросов было, много тем, которые нужно было решать. И в этой текучке вопросов и ежедневных, так скажем, трудностей, которые нужно преодолевать, и не всегда хватало времени для того, чтобы уделить должное внимание футболу, развитию футбола в целом. Я говорю сейчас не только о профессиональном футболе, но и детский футбол, и юношеский футбол, и в целом футбол нашей республики, потому что у нас еще есть и любительский футбол. И подумав, принял решение, что все-таки нужно быть более полезным в той сфере и уделять больше внимания тому направлению, где ты больше понимаешь, лучше понимаешь, потому что в любом случае основное мое желание и посыл приезда в республику, возвращения в республику было, конечно, это создать здесь футбол. И профессиональный, и детский, потому что дальше так продолжаться не может. И если мы упустим этот момент сейчас, то воспитанники нашего футбола, воспитанники нашей школы футбола, которые сейчас представляют, в том числе и сборной России, национальной команде нашу республику, они просто перестанут появляться. И тот багаж, на котором еще подготовка идет, она тоже, в принципе, закончится. Не говоря уже о профессиональном футболе, о нашей главной команде, которая на протяжении 6 лет, по сути, ее не существует. Поэтому я решил, что этот момент упускать сейчас нельзя. И посоветовавшись с людьми, посоветовавшись и с главой, в том числе главой республики, и он полностью поддержал мое решение. Конечно, не сразу поддержал, просил все-таки уделить внимание в целом всему спорту. Ну, понял. В общем, он понял и поддержал, и мы, в принципе, в этом направлении сейчас и выстраиваем работу. Так получилось, что болельщики подозревали, что что-то хорошее грядет, и ждали эту новость. Новость пришла довольно поздно в том плане, что у команды были сжатые сроки, чтобы формировать эту самую команду. За счет чего вам удалось создать боеспособный коллектив? Ну, это было не столько, как и болельщики это видят, внезапно, да. Работа все равно предварительно велась на протяжении полгода, да, и я говорил, что мы ведем переговоры со спонсором, который в конечном итоге стал учредителем клуба и стопроцентным владельцем клуба. И мы обговаривали и форму создания клуба, я имею в виду юридическую, и мы обговаривали и модель управления футбольным клубом, и стратегию развития, и те цели, к которым мы хотим двигаться. И формирование команды это было действительно самым сложным периодом. Вот, если проанализировать последнее время, то это было самым сложным периодом, потому что, как вы правильно сказали, были очень сжатые сроки, и нам нужно было создать боеспособный коллектив, который будет каждую игру радовать своей игрой в первую очередь и результатом во вторую очередь болельщиков, который будет приносить радость, который будет приносить удовлетворение и удовольствие от наслаждения этим прекрасным видом спорта. И нам удалось это сделать где-то при помощи, в первую очередь, учредителя, где-то собственные ресурсы подключали, где-то личные отношения с футболистами, я имею в виду. Но я очень рад, что у нас именно подобрался именно такой коллектив. Он действительно является дружным, сплоченным коллективом, которые объединены вокруг одной цели, которых главный тренер смог объединить еще и в футбольных всех компонентах. И они все единомышленники, мы все единомышленники. Все люди, которые причастны к футбольному клубу, все люди, которые переживают за осетинский футбол в целом. И
Мы прекрасно понимали, что на первом этапе, может быть, стопроцентного положительного результата ждать не стоит, но мы надеялись на него. Да, у нас были не очень хорошие игры на первом этапе, но это футбол, и чтобы выстроить игру, чтобы получить положительный результат, нужно время. Нужно время, чтобы сыграться, нужно время притереться, нужно время привести команду к общему знаменателю. И сейчас уже это гораздо лучше. И по результатам мы видим, и по игре команды мы это видим. Надеюсь, что эта тенденция у нас сохранится, и мы будем двигаться вверх от игры к игре. Ну вот вы как раз сказали, что начали мы не очень, но несмотря на это, болельщики не могли упрекнуть команду в том, что нет желания. Мне кажется, это первое, что бросается в глаза, то, как ребята стараются, оставляют все свои силы на поле. За счет чего удалось добиться такой сплоченности и такого рвения? Это ключевой фактор, вокруг которого мы, на основе которого, в принципе, мы и формировали команду. И это те требования, самые главные требования, которые и мы предъявляем футболистам, и болельщик предъявляет к нам, как клубу. То есть болельщик может простить проигрыш, но безразличие, отсутствие страсти футбольной и спортивной и отсутствие самопожертвования на футбольном поле он не простит никогда. Болельщик у нас благодарный. Если мы видим, что ребята стараются, у нас всегда будут приходить, поддерживать, что мы, в принципе, и видим на трибунах. Мы со своей стороны очень сильно благодарны болельщику, и несмотря на погодные условия, несмотря там на трудности со стадионом, несмотря еще на какие-то факторы, болельщик, даже на проигрышный матч, болельщик всегда приходит на стадион, болельщик всегда нас поддерживает, болельщик всегда благодарит, и болельщик всегда мотивирует к победам. И мы очень часто видели, когда даже после проигрышных матчей болельщик после игры стоя аплодирует и оставался благодарным. Да, аплодирует и благодарит команду за проведенный матч. И футболисты это видят, футболисты это ценят очень сильно и чувствуют. И это тоже являлось одним из главных факторов приглашения тех футболистов, которые были в других командах перед началом сезона. И они хотели на себе ощутить эту атмосферу, эту сумасшедшую атмосферу, положительную атмосферу, футбольную атмосферу, которая царит у нас во Владикавказе. Это все-таки мотивация для наших игроков или давление? Это на начальном этапе это было давление, а сейчас это мотивация. Да, сейчас они уже справились с этим давлением и поймали одну волну. Да, и сейчас они как одно целое. Вот сейчас Алания одержала 6-ю победу к ряду, учитывая Кубок России. Мы на 3-м месте, но официально задача не поставлена выхода в ФНЛ. Хотя болельщики очень ждут этого анонса. Будет у нас эта задача поставлена или будем от игры к игре? Смотрите, как я вам скажу. Я вообще не приверженец того, чтобы какие-то проводить промежуточные, это касательно первой части вашего вопроса, проводить какие-то промежуточные итоги подводить, да, и считать, сколько побед мы одержали, сколько очков набрали или на каком месте в турнирной таблице находимся. Сейчас это абсолютно не имеет никакого значения, потому что, как говорится, цыплят по осени, в нашем случае по весне считают. И важно то место, на котором мы будем находиться именно по итогу 30 туров. То, что касается официальной задачи, ну, мы же прекрасно понимаем, у нас клуб только создан, коллектив только подобрался, но аппетит же во время игры выстраивается. Я могу сказать вам определенно, что, ну, это такое красивое слово амбиции, да, и коллектив у нас очень амбициозный, во главе с учредителем футбольного клуба, да, и то место, где мы сейчас находимся, я имею в виду лигу, да, конечно, это не устраивает ни их, ни нас, ни футболистов, ни болельщиков. И скажу следующее. Давайте мы будем все вместе работать над тем, чтобы уровень выступления нашей команды, я имею в виду лигу, рос с каждым сезоном. И тогда я думаю, что все будут довольны. И амбиции будут удовлетворены. Тогда следующий вопрос. Вот весна, сезон закончен. Не знаю, в какой лиге мы остаемся или уходим. Вот самое сложное, наверное, в управлении, как удержать игроков в команде. Потому что наверняка, наблюдая за тем, какие чудеса они иногда творят, там пасы пяточкой, красивые голы, будут за ними охотиться. Как удержать игроков?
А это хорошо. Если будет охотиться за футболистами, значит, мы свою работу делаем правильно. Удержать футболист, каждый футболист должен в первую очередь сам желать играть за Аланию. У него должно быть сердце красно-желтое, как мы говорим. Да? И если футболист этого не хочет, и если у футболиста душа не лежит, то и удерживать нет смысла. Если мы будем создавать условия, если мы будем выигрывать, если у нас футболист будет прогрессировать, и команда в целом будет прогрессировать, то, поверьте мне, футболист метаться никогда не будет. Безусловно, если это предложение будет из топ-клубов, да, и российского чемпионата, и международного, то никто, я думаю, что палки в колеса так называемые ставить не будет. И, конечно, мы будем отпускать футболистов при наличии таких предложений. Но размениваться на какие-то другие клубы, я думаю, что смысла нет. Потому что, поверьте мне, такой атмосферы, какая есть во Владикавказе, нет нигде. Не знаю, знаете ли вы или нет, но на прошлой передаче у меня в гостях были Азамат Засеев и Ростислав Солдатенко. Вот с последним я поспорила, что я смогу забить один из 10 11-метровых. Я предлагаю вам посмотреть, что из этого вышло. Очень интересно. Ну, я на самом деле обманываю его, чтобы его притупить его бдительность. На самом деле не все так плохо, друзья. Я обещала хотя бы один гол забить. Не обещаю, я 5 лет мяч не трогала, вообще не держала в руках или в ногах, но я попробую. Блин, чуть-чуть было, совсем чуть-чуть, друзья. Ай, вот сейчас не получилось. Это так, разминочка, чтобы опять притупить его бдительность. Блин. Друзья, у меня шансов все меньше. Ну! Да что ж ты такой длинный-то? У меня 3 попытки, друзья. Не факт, что они будут успешны. Но, честно, мне это нравится. Да что ж такое? Да что ж ты такой длинный? Хочешь податься, но я не люблю, когда подают. Давай я забью по-честному. Ой, что далеко. Хитрость не сработала, я же говорю, хитрости минимум. Гол-то был. Гол был. Вы же свидетели, гол был. Друзья, я честно думала, что я забью хотя бы один. Но вы видели, кто стоит в воротах Алании? Стоит или играет? Начнем с этого. Ну, когда атакуют соперники, то... Не, атакует наша команда, ты стоишь, ладно. Ну, сейчас ты стоишь. Сейчас? Вот, стоишь. Если бы не мой обман, и если бы он не хихикал просто так или потерял бдительность, я бы проиграла. Но он, как человек слова, обещал прийти к нам на эфир и провести этот эфир. Ждите в октябре. Ростислав, сегодня ты выполнил свое обещание. Точнее, мы организовали наш спор, за что тебе огромное спасибо. Ты правда не сомневался ни секунды, соглашаться на спор или нет? Ну, конечно, я вообще за любые такие движения. Тем более, если можно появиться на телевизоре еще раз, почему бы нет? Все было очень плохо, скажи честно. Нет, я ожидал худшего, на самом деле. Так готовился шапка закидательски. Ну, довольно-таки неплохо получилось. Пару ударчиков там пришлось даже пропотеть, потрудиться. Вообще. Ну, учитывая, что кофточку ты запачкал, значит, все-таки пришлось тебе полетать, и меня немного тешит это мое самолюбие. Но все-таки какой-никакой хитрый, глупый, ну, дурачок я тебя забила. Ну да, тяжело было не засмеяться после этого. Потом 3 часа кроссовок искали, ну ничего страшного.
Главное, Золушке доставили кроссовок. Спасибо вам большое. Что дальше? Мы ждем тебя в студии. Да, 100%. Обязательно. Тебе это действительно интересно? Да, очень. На самом деле, да. Я бы хотел... Помимо футбола тоже надо чем-то заниматься. Я интересуюсь именно вот такими медиа-делами. Хочу стать медиа-личностью тоже. Почему бы нет? Так что... На тренировке будете меня с собой брать или все очень плохо на самом деле? Так, ну... Я мячи могу приносить. Смотря на какую позицию. Не, мячи приносить у нас есть профессионалы. Вот. Ну вот тренер вратарей, может, что-нибудь... Не знаю. Если вратарем можно, ну, натаскать, там у нас есть вот Альбертыч. Так что... Он даже из таких коротышек, как я, делает вратарей. Ну, на маленькие ворота можно поставить же. Мини-футбол тоже существует. Вон там ворота, которые совсем Где? маленькие. Вон там ворота. А, ну это... Мой размерчик. Что ж, в октябре ждем тебя у нас в студии. Даешь слово, и мы тебя ждем. Конечно, даю. Я Все, по-другому не могу. Все, друзья, ждите нас в эфире вместе с Ростиславом и еще другими гостями каким-нибудь из спорта. Ждите, мы будем с вами. И смотрите нас там когда-нибудь. Подписывайтесь на наш канал, там еще что-то все ставьте лайк. Отправляйте платные смс, номера телефонов мы оставим. Спасибо. Как вам наш спор, результаты споров? Ожидали, не ожидали? Не подвел-то? Честно сказать, не ожидал, но думал, побольше будет голов. Но чувствую, поддавались вы. Ну да, солдат ребенка не обидит. В данном случае, наоборот, солдата. В дальнейшем могу также подключать других игроков на какие-нибудь интересные проекты? Конечно, можете. По согласованию с главным тренером, я думаю, это всегда возможно. Спасибо. Так, возвращаемся к нашей команде и к серьезным вопросам. Интер, пока не миланский, но все-таки повержен. Теперь на очереди ЦСКА. Как в целом проходит подготовка как и команды, так и инфраструктуры? Готовы мы к матчу? Давайте по порядку. Ну, касательно команды, разговаривал сегодня с главным тренером. В принципе, подготовка идет по плану, все нормально. Есть у тренерского штаба и понимание, как будем строить нашу игру с предстоящим соперником. То, что касается инфраструктуры, здесь, конечно, все не так просто, но, в принципе, тоже все в рабочем порядке. Как мы уже неоднократно говорили, если бы не наши инфраструктурные трудности, я имею в виду стадион, то, конечно, мы бы смогли собрать рекордное количество зрителей за последние там, 10, 15, 20 лет. Но, к сожалению, стадион нам это сделать не позволяет. На стадион будет допущено не больше 14,5 тысяч зрителей. Это количество зрителей согласовано со всеми силовыми структурами. Скорее, это было их рекомендацией. В связи со состоянием стадиона и будет осуществлен достаточно такой организованный, жесткий контроль допуска на трибуны. Это тоже основные требования силовых структур. И я думаю, что так и должно быть в принципе. И если будут созданы какие-то трудности для болельщиков, то я хотел бы попросить их отнестись к этому с пониманием, потому что безопасность и правопорядок прежде всего. Билетная программа выстраивалась, собственно говоря, на основе вот этих требований, которые предъявлялись перед нами. Билетная программа была довольно лояльной в плане ценовой категории. И сегодня озвучили, что все билеты раскуплены. Озвучите, пожалуйста, цифру. Билетная программа, прежде чем мы ее реализовали, мы, конечно, ее согласовывали. И согласовывали в первую очередь с нашим учредителем. Я даже непосредственно для этого летал и в Красноярск, и встречался с Владимиром Валерьевичем. И он четко поставил задачу, что мы должны осуществить билетную программу в таких условиях, чтобы был осуществлен контроль пропуска на трибуны, да, но чтобы ни в коем случае это сильно не било по карману болельщикам. Да. Мы прекрасно понимаем экономическое положение наших граждан, наших болельщиков. Но нужно выстраивать в любом случае эту работу для того, чтобы и порядок был, и
какой-то доход, так скажем, да. Ну, это сейчас громко, может быть, было сказано. Сейчас реализовано порядка 13 тысяч билетов. Оставшаяся цифра – это для бесплатных билетов, которые для детей до 10 лет, то есть оставшиеся места. И мы там плюс-минус как-то просчитали, но думаем, что в таком количестве придут дети. Дети будут тоже на стадион проходить по бесплатному билету, который будет выдаваться непосредственно на входе контролерами-распределителями, чтобы у всех болельщиков был на руках билет. Также хотел бы обратиться к болельщикам, чтобы билеты сохраняли до конца матча, потому что, допустим, выйдя в перерыве с трибуны, доступ на трибуну обратно будет осуществляться только по билету, если, по наличию билета на руках. Если билета не будет, то на трибуну контролеры и люди, отвечающие за это, пропускать не будут. Это все делается для того, чтобы не было перенасыщения трибун людьми, опять же, в связи со состоянием нашего стадиона. Владимир Борисович, вы озвучили цифру 14 тысяч проданных билетов. А мы знаем, что стадион вмещает порядка 30 с чем-то. С чем связано именно это ограничение? Расскажите, пожалуйста. Ну, как мы уже ранее заявляли, верхние ярусы практически всех трибун, за исключением западной, находятся в аварийном состоянии. И на прошлые матчи на восточной трибуне мы уже выстроили ограничения для того, чтобы на верхние ярусы доступ был запрещен, ограничен, и чтобы болельщики не могли туда проходить. Такие же ограждения мы выстроили и на северной, и на южной трибунах, потому что там точно так же верхние ярусы находятся в аварийном состоянии, и на них просто-напросто опасно находиться, чтобы избежать обрушений. И в этом конкретном матче мы точно так же доступ на верхние ярусы западной, восточной и северных трибун закрыли. Там установлен забор, плюс ко всему будут располагаться сотрудники ЧОПа и будут объяснять болельщикам, что проходить туда, ломая забор или перелазя через него, нежелательно, в первую очередь с точки зрения безопасности самих болельщиков. Знаю, что прогноз погоды вроде бы хороший, дождя не ожидается, поэтому нахождение не под крышей может быть не таким проблематичным. Плюс ко всему будут установлены информационные стенды, на которых будет написано, что проход воспрещен. Да. А что делать, как бороться с так называемыми зайцами, которые приходят, уговаривают, пропустите меня, не пропустите? Давайте озвучим сразу, что это не пройдет, да? Контроль будет осуществляться в том числе под надзором МВД, сотрудниками ЧОП и контролеров. Да, и это жесткое требование, в том числе со стороны силовых структур, чтобы безбилетников на трибуне не было. Оно предъявляется и нам, и оно будет предъявляться и контролерам, и, соответственно, тем людям, которые захотят пройти без билета. На сегодня уже все билеты проданы. Больше скажу, они там за 2-2,5 дня улетели буквально, не знаю как, очень быстро. И в день проведения матча кассы открываться не будут, билетов уже нет. И в день проведения матча билеты реализовываться на стадионе тоже не будут. Вопрос касательно трибун. Мы знаем, что билеты все разных цветов, соответственно, каждая трибуна своего цвета. Все правильно. Билетная программа выстраивалась в том числе с таким смыслом, чтобы на сами трибуны, то есть это северная трибуна, южная, западная и восточная трибуна, они были, то есть доступ на них был сугубо по тому билету, который есть на руках. У нас они разделены по цветовой категории, и контролеры непосредственно при входах на трибуны будут тоже это контролировать. То есть, допустим, с трибуной, с наличием билета на трибуну северную невозможно будет пройти на южную, либо на западную, либо на восточную. То есть только строго по наличию и назначению конкретного билета будет осуществляться доступ в чашу стадиона. То есть у меня тогда большая просьба к нашим болельщикам. Позаботьтесь в первую очередь о своей безопасности. Не надо искать знакомых, незнакомых, проситься пройти на трибуны.
идите туда, куда вы купили билет, чтобы не рисковать ни своей безопасностью, ни безопасностью тех, кто рядом с вами на трибуне. Мы надеемся на ваше понимание и просим еще, наверное, вести себя хорошо и корректно. А это вообще самое главное, я думаю, что это самое главное достоинство нас как народа, как жителей нашей республики. Мы же гостеприимный народ. И мы должны, в том числе и на футбольных матчах, на трибунах, вести всегда себя достойно. Я уверен, что так и будет. И я думаю, что мы покажем максимально свою гостеприимность на трибунах. Благородство – это самое главное. Пусть люди, которые приезжают поболеть за свои команды из других регионов к нам, всегда отмечают наше гостеприимство, всегда отмечают наше достоинство. И также хотел бы обратиться к болельщикам, чтобы мы всегда и везде вели себя именно так. Пропускная способность нашего стадиона оставляет желать лучшего в том плане, что у нас появляются очереди, заторы. Это не избежать в нынешних условиях. За сколько нужно приходить зрителям, чтобы успеть к началу матча, на ваш взгляд? Вход на территорию стадиона будет открыт за 2 часа до начала матча. И я тоже хотел бы обратиться к болельщикам, чтобы приходили заранее, чтобы не было непосредственно перед началом матча больших столпотворений на контрольно-пропускных пунктах, где будет осуществляться досмотр каждого болельщика. И чтобы там больших очередей не создавалось, чтобы болельщик приходил пораньше и располагался. Там будут активности на территории стадиона. Могут посмотреть разминку футболистов, в том числе и ЦСКА. Поэтому и комфортно расположиться на трибунах без проблем, без заторов. Ну, опять же, доступ именно в чашу стадиона постарались сделать максимально возможно легким. Откроем все возможные входы, которые, так скажем, у нас рабочие. Да, и здесь тоже могут возникнуть определенные там вопросы. Но доступ на территорию стадиона будет осуществляться с 2 улиц, и с Комсомольской улицы, и со Шмулевича. Поэтому болельщики на эту игру смогут зайти, как обычно. У меня еще вопрос касательно самого стадиона. Насколько стадион готов к проведению матча, к такому количеству зрителей? Освещение, места, чистота. Многие жаловались, что сиденья там грязные и так далее. Ну, грязно, я знаю, что жалуются действительно, и сам обходил стадион несколько раз, пытались чистить его, да, но это уже многолетняя грязь, которая, по сути, не счищается. Да, мы его максимально почистили, я имею в виду проходы, ступеньки и так далее, вычистили, подмели. Очень много людей было привлечено к этому, но именно сиденья вычистить не удается, их, скорее всего, уже под замену, да, поэтому здесь тоже прошу отнестись с пониманием к болельщикам и брать с собой, не знаю, какие-то подстилки, чтобы не пачкать собственную одежду. Освещение будет? Освещение будет, да, освещение. Уже крайний матч мы провели, второй тайм под освещением. Сейчас его дорабатывают, чтобы нужные мощности для телетрансляции были осуществлены. Владимир Борисович, общекомандное фото произвело фурор в сети. Ее перепостил Юрий Дудь. И все, там 100 000 лайков, все пишут, интервью берут у фотографов. Расскажите, пожалуйста, откуда взялась эта идея и с какой целью вывезли команду именно в горы сделать такое фото? Давайте я для начала скажу, что у нас в клубе работают очень талантливые люди, которые, в первую очередь, энтузиасты, да, и которые душой переживают за свое дело, за команду, за республику. И к каждому вопросу они подходят очень креативно. Это сотрудники пресс-службы нашей и коммерческого отдела. И предлагаю идею сделать командное фото, провести фотосессию в горах. Это было еще порядка 2 месяцев назад. Да? Сотрудники пресс-службы предлагали эту идею мне. Я действительно оценил ее. Думаю, нам нужно будет обязательно это сделать, реализовать. Это очень креативно. А на деле получилось еще и очень красиво. И действительно мы отзывы получаем об этой фотографии буквально отовсюду. И сегодня буквально разговаривал с руководителем ЦСКА, и он даже об этом мне сказал, что очень креативно и красиво это получилось.
Ребята работают, ребята пытаются развивать наш клуб как в сопровождении и в работе со средствами массовой информации, так и в коммерческом направлении. И эта фотография была сделана в том числе для того, чтобы создавать атрибутику, которую мы потом будем продавать болельщикам на стадионе или в тех точках продажи, где мы будем их выстраивать. И в скором времени, буквально даже на матче с ЦСКА, все болельщики, которые пожелают приобрести атрибутику, это и футбольные майки, и шарфы, и так далее, так далее, так далее. То есть будет осуществлен полноценный пункт продажи на стадионе для болельщиков. Раз затронули тему атрибутики, вот перед вами лежат как раз замечательный новый шарфик, новая кружка. И предлагаю объявить розыгрыш для наших болельщиков. Прошлый розыгрыш был довольно активный, вызвал ажиотаж среди болельщиков. Поэтому, дорогие болельщики, первые трое, кто угадает счет матча Алания-ЦСКА и напишет этот счет матча на странице Инстаграм телеканала «Осетия и Рыштон», получат эти призы. А пока предлагаю Владимиру Борисовичу расписаться и оставить автографы. Спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли накануне матча. Мы действительно все очень будем болеть за вас. Я думаю, трибуны погонят команду вперед, и дай бог это принесет свои плоды. Удачи вам в игре. Спасибо за приглашение, спасибо за пожелания. Приходите на матч, и я уверен, что лучшими в этом матче будут наши болельщики. Спасибо большое. К сожалению, время передачи подходит к концу. Будьте с нами и не переставайте болеть за наших ребят. Пока-пока!